Ребята, всем привет! Меня зовут Вика, и сейчас я буду снимать пятую часть деревенской жизни, или жизни в деревне. Часть пятая. И это будет рум-тур. Ух ты, вид сверху лучше. Мы специально не убирали, чтобы все было ровно так, как есть. Да, как есть. А может покажем улицу? А, двор. Все. Мне помогает мой племянник Данил. Точнее, это Петин племянник. Мой тоже, да? Ты будешь мне помогать? Да. Да, ну вот, хорошо. Пока Егорка хорошо себя ведет и сидит самостоятельно, вот, мы начинаем с трележа. Нет, на самом деле с двери. Это очень добротный дом. Больше 60 квадратов. Обратите внимание на потолок. Кругляк из лиственницы. Лиственница считается самой крепкой и долговечной породой дерева, из которой можно строить. Например, самый дорогой паркет из лиственницы. Ну, если я не ошибаюсь. Это кухня. И сердце кухни — это, конечно же, печка. Печка прекрасная, большая, очень теплая. Ее затапливают. Даже летом мы топим. Ну, поскольку в этом доме не живут зимой, поэтому иногда в доме бывает довольно прохладно. Это наша комната, где мы с Петей и Егоркой гостим. Вот Егорушка. Егорочку. Ну, он тут сейчас прекрасно себя ведет. Вот и такой накомарник у нас мы заказали. Закрываем каждую ночь, поскольку заходят комары. Наша big size кровать. По-модному, как в стиле лофта, опущена лампочка. Правда, не Эдисона, но тоже очень уютно дает свет. Мне кажется, фишка интерьерная — это этот светильник. Он, по-моему, 70-го года. По-моему, он сейчас выглядит очень актуально. 50th century стиль. На самом деле в якутском доме часто печка — это центр дома, и вокруг него, я помню, в детстве мы бегали, поскольку перегородка — это такой вот довольно условная стена. Видите, тут все сплошняком. И мне нравится, что не нужно покупать особо в деревне мебель, потому что такие шкафы делают самостоятельно. Можно сделать самостоятельно. Вот. И здесь тоже такой небольшой секрет. Здесь тоже есть такая этажерочка. Вот, мы старались сильно не прибираться, чтобы было не слишком стерильно и естественно. Вот. Поэтому, если заметите пыль, разводы, какие-то вещи, то не судите строго, да. И вместо дверей здесь очень плотные шторы. Вот. Данил, выгляни, пожалуйста. Да, и Данил часто так заглядывает к нам в спальню, проверяет. На всех окнах есть блокаут-шторки. Мы их называем блокаут, поскольку белые ночи. Таким вот образом. Смотрите, как сразу стало темно. Опа. Стол это, конечно же, Егорка. Слышите, да, как Егорка тужится? В общем, я пойду мамские обязанности, мамский долг исполнить и прервемся. Стол, кстати, старше нас с Петей. То есть ему больше 40 лет. И, да, и здесь есть такой тайник. Это стол мамы, Петиной мамы. То есть, получается, Данилкиной прабабушки, которая как раз-таки отсюда родом. Горушкин стульчик, а под ним очень детский стульчик. В Якутии во многих семьях, в деревнях я наблюдаю детские стульчики. И это такая семейная реликвия. Здесь у нас зона умывальная. Так, близко показывать, наверное, не стоит. Да, здесь чистая ледяная вода и вода для умывания и для мытья посуды. Так, довольно хаотично все показываю, но надеюсь, будет все понятно. И вторая большая спальня. Егорушка сопровождает. Да, здесь
Огромный кроватик. Угу. Так, Данилушка сейчас покажет. Данил показывает, как он, да, за нами подглядывает. Чё, как? Как там Егорка? Смеется. Ой, я тоже хочу. Сейчас залезем. Смотрит на меня. Ага. Да, я всегда мечтала так сделать, но я никогда, кстати, так не делала. Опа. О, ух ты, вид сверху лучше. Егорка, Егорка, маленький. Ух ты, слушай, прикольно так. Вау. Да, очень высокие потолки, между прочим, где-то 4 метра. 1,5 даже. Да. Егорка, малыш, сейчас мы закончим рум-тур и к тебе. Как это называется? Это палати, полати? Стоп, Да. стекло было. Ага, да, там действительно тепло. Вот, в общем, вид сверху. О! Я чуть кровать не сломала. Вика, посмотри на меня. Ну ты даешь, слазь давай. Слезай. Почему? Ну, потому что это опасно. Я, видимо, отсюда больше лет. Вика, О, помоги. нет, не могу. Я сниму твое эпическое падение. Ты же любишь смотреть такие видео на ютубе? Вот. Осторожно. Сырень. Эта комната гораздо больше. Вот здесь окно выходит на душ. Вот, кстати, недавно Петя покрасил бак в черный цвет, чтобы вода нагревалась. Ну что еще рассказать? Мне нравится, что в деревенском доме очень-очень прохладно. То есть сон очень комфортный. И ты можешь выспаться в такую жару. Сейчас, например, на улице за 30 градусов. Настоящая жара на улице. И в деревенском доме очень прохладно. Вот именно по этой причине я в таких теплых тапочках. Это Петина мама мне подарила специально для того, чтобы я ходила здесь, в деревне, в доме. Очень красивый дом. Идем на веранду. Данилушка, посмотри Егорку. Угу. Сортируем мусор. Крючок мощный. Так, давай продемонстрируем, как закрывается. Сейчас я могу открыть. Угу. Так. Ага. Все. Вот. И никто не откроет. Вот кто бы как ни пытался. Смотрите, какая мощная, толстая стена получается. Вот. И утепленная дверь, поскольку зимы здесь суровые. Так, идем дальше. Здесь у нас веранда, очень уютная. Швейные принадлежности. Мы специально не убирали, чтобы все было ровно так, как есть. Да, как есть, чтобы мы запомнили это. А если бы было слишком прибрано, было бы стерильно и как-то неестественно, да? Из этой старой веранды сделали туалет. А вон, кстати, туалет цвета Тиффани. Так, а теперь идем опять к картинам. И здесь я вижу фотографию, которую я сделала 4 года назад. Она обошла всю Якутию. Я одел Викин платок и начал бегать вокруг Хасбоха. Угу. Потом Вика гналась за мной, а эту фотку сделал Петя. Нет, это я сфотографировала. Да? Нет, ты же гонялась за мной. Да, но потом я взяла и сфотографировала тебя. Так, идем дальше. Здесь куча нашей обуви. Холодильник. Хотя есть в подполье, кстати. Да, надо было подполье еще показать. Слышишь подполье? Ага. Да, и здесь вот летняя кухня и духовка мечта, с которой я намучилась, выпекая булочки. Очень неравномерная мечта. Сегодня будет у нас тефтели. Угу. Вот еще один детский стульчик. И здесь еще сортировка, получается, пищевых остатков и мусора, да. Здесь ледяная вода. Все, идем.
Егорушка закапризничал, взяла его на руки. И вот. Посветить надо. Посветить. И сейчас я тебе дам налобный фонарик. Хорошо. Вау, свети-ка ж. Мне ничего не видно. Ох. Не глубокая, да? А тут колышки стоят. Какая температура там? Не знаю, но холодно. Угу. Тут вообще жутко. Там весь пол. Жутко. Почти вечная мерзлота. А тут что, бананы лежат? Я забыл про них. Бананы. Ладно, пусть лежат, они же не испортились. А, Вика, там вообще жутко. Да. Страшно. Тяжелая крышка? Да. Пришлось взять Егорку на руки. Такой тяжелый стал. Так, чего мы еще вам не показывали? Почти все. Подполье показали, комнату показали, кухню показали, печку показали. А может покажем этот? Улицу? А, двор! Да. Двор? Давай, пошли. Вот Егорушке тогда нужно кепку надеть. Смотрите, какое тут благоустройство у нас. Тут типичный деревенский шкаф. Входной платяной, да. Здесь отделение для головных уборов. Курточки. Лет или во двор, когда дождь. Да, Егорушка. Ты же у нас главный блогер. Страны. Главный ютубер. Все. В всех деревенских домах. Давай, покажи. Это прекрасная сетка. И здесь нас встречают. По правую руку у нас хоспох. Покажи его. Сейчас идет строительство активное. Это летняя кухня, там тоже есть печка. Так, здесь у нас умывальная. Такой рукомойник. Отличный. Не знаю, наверное, по всей России такой же, да? Для ведерочка с водой. Дальше идем. Сейчас. Это прекрасный, красивый душ. О, да. Красивый душ, который за кошку уже показывает. Ой, это чей-то крючок начинает. Я это сегодня не писала. Ладно. Занавеска. Оп, вот и все. Не будем тратить воду, поскольку мы очень экономим. На воде. О, прекрасно. Кстати, такие запахи, то что душ новый. Пахнет хорошо дерево. Нажимается от жары. А вот это входные ворота. Калитка. Очень интересный, чисто якутский забор. Я таких больше нигде не видела. Вот видите, в этих, как они называются, бревнышках убитых есть отверстия. Продемонстрируй, пожалуйста, для меня. Да, и когда приезжаешь, таким вот образом открываются ворота. Мне нравится, что какая-то воздушность сохраняется, нет каких-то высоких там заборов, за которыми прячутся. Кто-то прячется. Тут все прозрачно, тут все видно, и это выглядит очень эстетично и аутентично. Очень по-якутски, это здорово. Лошадка приходила и все крышки вбила. Почему вот здесь стоят эти лучины? Потому что... Чтобы лошади не выпали. Лошадь своей мордой вдавила. Она хотела напиться из бочки, хитрая такая, да? Не из этой канавы, а из бочки чистой воды. Вода здесь платная, 100 рублей бочка. Еще надо записываться заранее. То есть воду мы экономим. Такое осознанное потребление получается. Вот. Сейчас воды достаточно. Наполнили только вчера вечером, да? Да. Мы пьем ледяную воду, а это для хозяйственных нужд. Так, идем дальше. Так, а это у нас булуз. Показываю немножко его. Да, это очень древний, тоже из лиственницы. Видите, если лиственницу не красить, какая она становится. Ей, конечно же, тоже очень много лет.
тяжелый замочек. Заходим. Да, здесь у нас, конечно, Бардак. это нормально для амбара. У нас тут есть старинная машинка. Абсолютно новая. Машинка это не эта машинка. Да, машинка, конечно, вот эта швейная. То, что вы мастерите страшную маску из папье-маше будет для детского ужастика. Для короткометражного. Здесь мы рассказывали страшные истории. Да, Якуб? Слушай, здесь прохладно, да, даже в такую жару, после целого дня. Сейчас 4 часа дня. Хотела сказать 4 часа жары. 4 часа пополудни. Идем дальше. Уже сняли все. Да. Сними Закончили? бабушку свою. А вон дедушка. А, убегает дедушка. Дедушка убегает. Дедушка, снимай. А чё же его нагнал? Настиг. Я прям умаялась. Жара вообще несусветная. Самое сложное сегодня в съемках было ресницы накрасить. Подготовка. Ага, Подготовка. По WhatsApp пишет, да? Тут газеты такие. Известия 90-го года. 5 августа 90-го года. Вот, тут 85-го есть. А, 89-го года. Визит в ФРГ венгерских руководителей. Американская помощь властям Колумбии. Указ Президиума Верховного Совета СССР.